На сцене яркая и болезненная история о том, как в погоне за модой и современностью мы можем потерять нечто самое ценное – родную речь. Герои постановки в кругу друзей и даже дома сознательно избегают ингушского языка, стесняясь его, считая устаревшим. Как ты постарела? Ой, молодец. Фолкс, ты будь моим годом за Санкт-Петербург. Ты сидеть, а я чай делать. Но авторы спектакля говорят не только о языке. Через призму современной интерпретации они затрагивают и другие вечные темы. Вот история Зару. Ее выдают замуж против воли. Любви нет, но есть расчет родителей на хорошее финансовое состояние жениха. Ее печальная история – это крик души, протест против утраты личного выбора. Играют в этом спектакле воспитанники местного театрального кружка. Ребята готовились несколько недель, вкладывая в репетиции всю душу. И они признаются, ситуация, показанная на сцене, увы, очень жизненная. Молодежь и правда стала меньше общаться на родном языке, переходя на русский даже в простых бытовых ситуациях. Сценка в Сымнан я считаю важным, потому что человек забывает все, когда видит деньги, и это показывает моя сценка. Сценка может не забывать о своем родном языке. Путь от идеи до премьеры занял не одну неделю упорной работы. Сценарий был написан в соавторстве руководителя кружка Магомеда Балхоева и Хасана Балаева. Их задача была непростой – говорить о серьезной проблеме легко, доступно и без нравоучений, чтобы быть услышанными именно той аудиторией, о которой эта история. Саму идею мне пришлось ночью в голову. Как-то я сидел, смотрел разные вот эти видеоролики. Сейчас у нас очень много блогеров, видя, как они ведут себя, то, что происходит в интернете. И мне пришлось идею написать сценарий. Я вышел в связь с Балаем Хасаном. И вот полностью за то, что вот написать вот это все, примерно месяц мне понадобилось. Потому что там я показываю настоящее, соединяясь с прошлым. Главная цель этой работы, как говорят ее создатели, не критика, а популяризация. Напомнить, что ингушский язык – это живая связь с историей, с предками. Это основа семейных ценностей и тепла домашнего очага. И этот язык должен звучать не только на официальных мероприятиях, но и в самой обычной современной жизни молодых ингушей. Популяризация ингушского языка. Об этом даже говорил наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, чтобы популяризировать свой родной язык, обычаи, традиции, возродить. В этом плане это очень приятно слышать из уст президента России. Вот поэтому мы так это решили, такую постановку показать. Каждая реплика, каждый неловкий момент, когда герои не могут подобрать ингушское слово, находили отклик в зале. Здесь смеялись, но больше сопереживали. Спектакль – это зеркало, в котором многие узнали себя или своих знакомых. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.